Здравствуйте, дорогие ученики 2 класса. У нас урок русского языка. Тема нашего урока – «Где чей домик?». Ты продолжишь учиться высказывать мнение об информации, правильно писать сочетание «жиши», «чаща», «чущу» и формулировать вопросы и ответы. Посмотрите, животные потерялись и не знают, где ихние домики, что с ними случилось. И отправили письмо. Мы забыли, кто мы есть, что нам пить и что нам есть. Выручайте, приходите и нам срочно помогите. Но чтобы им помочь, нам нужно сначала самим повторить правила правописания «жиши». Правописать. «Жиши» пиши с буквой «и». Например, жираф, шишка, машина. Чаща пиши с буквой «а». Например, какие слова? Часы, чаща, чашка. Чущу пиши с буквой «у». Например, ищу, чудо, щука, рыба. Хорошо. Повторили? А теперь посмотрите. Мы сейчас помогли пчелке найти свой улей. Хорошо. Теперь белка. Где живет белка? Белка живет в дупле. А щенок где живет? В будке. Правильно. Так, поможем остальным животным. Значит, собака – это домашнее животное. Белочка – дикое животное. Так, теперь поможем киту. Гусеницы и курочки. Да? Кит. Где живет кит у нас? Кит живет в море, а гусеница на дереве вот ест листья. Да, дальше продолжать. Поползла, да, посмотрите. Дальше. А курочка быстро побежала к себе в курятник. Правильно. Теперь они не потеряются. Хорошо. Этим животным мы помогли, насекомым, да? А теперь напишите животных, а рядом определите их описание. Кит что делает? Кит плавает где? В море. Гусеница что делает? Ползает по листику. Курочка идет в курятник. Хорошо. Давайте теперь остальным животным, птицам поможем и мышонку. Так, лиса – это дикое животное, да? Так, где она живет? Правильно, в норке, далеко в чаще леса. Так, а где живет скворец? Так, скворец живет в своем гнездышке. Или же здесь у него скворечник. Постарались, да? Люди и ему построили домик. Так, и мышонок живет в своей мышиной норке. Так, бегом, бегом, бегом. Вот он побежал. Все. Всем мы помогли. Каждое животное живет в своей среде обитания. Так устроена природа. Среда обитания – это тіршілік ортасы. Где живет лиса? Лиса живет в лесу в своей норке. Где живет скворец? На дереве, в своем гнездышке. Где живет корова? Корова – это домашнее животное. Она живет у себя где определенном сарайчике, да? За ним ухаживает кто? Человек. Какие мы домашние животные знаем? Правильно.
Это лошадь, корова, овца, коза. Так, и домашние птицы – это, правильно, курица, гуси, утки. Хорошо, молодцы, ребята. Домашнее задание. Вам нужно найти ошибки в предложениях. Для этого вам нужно вспомнить правописание жиши, чаща, чущу. Но я думаю, вы с легкостью выполните задание. Это рыжее, чудное, пушистое животное. Она живет в чаще леса. Мышонок часто просит покушать сыр. Дикие и домашние животные. Здесь очень много ошибок, но я думаю, вы все исправите. Спасибо, ребята, за внимание. Удачи!